Тема поддержки в период пандемии малоимущих семей, а также тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, все еще актуальна на сегодня. Главную работу проводит Управление социальной защиты населения и труда города Якутска при Министерстве труда и социального развития Якутии. В связи с пандемией приняты меры как автоматическое продление детских ежемесячных пособий, значит, на школьные по уходу за детьми до 1,5 и до 3 лет. Ну и, значит, вступил в новый закон на пособие детям от 3 до 7 лет. Этот закон не надо путать с мероприятиями по пандемии. Ольга Ильинична несколько лет назад стала приемной мамой, а узнав недавно, что еще одним детям необходима поддержка, она решила помочь и им. Буквально недавно мы познакомились с детьми из Анабарского улуса. Их привезли сюда, значит, после лишения родительских прав, после суда, но решение суда еще не вступило в силу. Оно вступит только 10 марта. Мы посоветовались, и сегодня старших детей решили взять в гостевую семью. Если даже в какой-то определенный период мы детям поможем, создадим для них уют, дадим возможность для развития, это уже для их развития, для их будущего будет такой хороший момент в своей жизни, я считаю. Ольга Ильинична, как неравнодушный человек, оказывает помощь и поддержку многим, кто в этом нуждается. Одной из таких семей является многодетная семья Ивановых. Они живут в Якутске несколько лет. Денис Андреевич по мере возможностей сам оказывает помощь нуждающимся семьям. Раньше занимался строительством частных домов, ремонты по квартирам, получается. Потом как-то это у нас кризисный момент, наверное, наступил, получается. Ну, у нас тут казус один произошел, у нас полностью все украли, все инструменты, все вот это. Из-за этого пришлось изменить сферу деятельности, начали уже по-другому работать. Ну и вот недавно открыли магазин, получается. Поработали, вроде бы хорошо все, прибыль имеется, небольшая, конечно, да, но она как бы есть, большая сумма уходит прямо на аренду, все. Как вы решили заниматься благотворительностью, расскажите? А это как бы, наверное, не то, что решил, да, заниматься, а скорее всего, это у нас было, наверное, так давно, и изначально даже, когда видишь, просто человека видишь, не то, что человека, да, я сам по себе родился такой в семье, что не хватало никогда. Вот, из-за этого я знаю, что это такое, особенно когда дети ходят, попрошайничают, это очень мне как-то знакомо, из-за этого я никогда стороной в сторонке не оставался. Всегда помогали, там, что есть. Особенно детям, конечно. Да. У нас товар вот есть, был, да, получается. Я супруге сказал, давай нуждающимся людям отнесем, там бабушка, может, каким-то еще кому-нибудь поможем. Сначала думал вот ездить по округе вообще Якутску, вот ездить, просто раздавать хотел. А потом, поехал в Гагаринский округ, как бы мы здесь живем, из-за этого в Гагаринский округ приехал, сказал, что так-то, так-то хочу помощь сделать. Вы мне адреса дайте какие-нибудь там нуждающих людей. Они сказали, да, мы потом, это сделаем, но уже где-то после выходных. Потом они не позвонили, из-за этого я решил уже Ольге лично позвонить. Как бы я ее лично знаю, там, как бы она мне тоже помогла в свое время. Из-за этого я к ней позвонил, спросил у нее, есть ли возможность там адреса какие-нибудь мне предоставить, чтобы я поехал, раздал. Она сказала, есть такая вот, такой вот приют, можем туда, с удовольствием, конечно. Елена, расскажите, а как вы поддерживаете мужа вот в его работе, в его начинаниях? Я всегда его поддерживаю во всем. Я никогда не говорю, что не надо делать, ничего не делай. Я говорю всегда, когда он говорит мне, да, например, вот я хочу вот что-то делать, я говорю, давай сделай, начинай, может это твое. Расскажите, насколько важно заниматься благотворительностью? Если нуждающиеся люди есть и имеются, а их много на самом деле, то по мере возможности нужно помогать все равно всем людям.
без разницы, какой категории. Денис Андреевич не раз попадал в трудные ситуации и не опускает руки, а делает все для благополучия семьи, делясь при этом с теми, кто еще более нуждается в помощи. В прошлом году фонд «Дети Саха-Азия» открыл в Якутске временный приют для семей с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию. Денис Андреевич Иванов принес в приют наборы с широким ассортиментом продуктов для семей, которым они необходимы. Фонд благодарит Дениса Андреевича и всех неравнодушных жителей города Якутска, которые помогают и приносят продукты питания, средства гигиены, бытовую химию. Все это очень нужно подопечным приюта. Когда мы готовили сюжет в эфир, узнали, что наша героиня Ольга Ильинична Тимофеева забирает из Республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей, на гостевой режим еще ребятишек. Дети в силу ряда причин, лишенные родительской заботы, получили возможность жить и воспитываться в семье, что для каждого ребенка очень важно и нужно. И мы надеемся, что судьба этих детей сложится хорошо, и они вырастут счастливыми, достойными людьми. Знакомьтесь, Саша. Мальчик родился в ноябре 2018 года. Он тихий, спокойный и усидчивый ребенок. С большим удовольствием Саша играет с машинками, изучая их конструкцию и движение колес. Саша предпочитает играть самостоятельно. Ему не очень нравятся шумные игры с другими детьми. Саша очень любит слушать сказки. Любит внимание взрослым. Хорошо идет на контакт. Внимательно следит за действиями окружающих. Повторяет за ними отдельные звуки, слоги. Передает интонацию. Саша самостоятельно кушает, ложку держит правильно. Ложку держит правильно, аппетит у него хороший, эмоционально реагирует на музыку и звучащие игрушки. Мы очень надеемся, что Саша обретет семью. Знакомьтесь, это Саша. Саше 14 лет. Он приехал из города Вилюйска в 2018 году. Сейчас он учится в 8 классе. И Саша по характеру спокойный, отзывчивый, ласковый, общительный, первый помощник в семье, всегда спросит, чем помочь, умеет готовить завтраки, хорошо и качественно убирается у себя в комнате, любит играть в компьютерные игры, смотреть фильмы, мультфильмы, делать поделки и любит читать. Саша читает много произведений о Великой Отечественной войне и с большим трепетом и уважением чтит память погибших воинов-якутян. Его зарили шар земной, а был он лишь солдат. Всего, друзья, солдат простой, без званий и наград. Ему, как мавзолей, земля на миллион веков, и млечные пути пылят вокруг с него с боков. На рыжих скатах тучи спят, метелицы метут, грома тяжелые гремят, ветра разбег берут. Давным-давно окончен бой, руками всех друзей. Положен парень шар земной, как будто мавзолей. У Саши много увлечений. Одно из них – занятие в парикмахерской, где он овладевает парикмахерским искусством и уже сам может делать стрижки своим друзьям. Саша хорошо учится в школе. Саша, какой предмет тебе больше всего в школе нравится? Мне нравятся технологии по школе. Почему? Потому что там врезать, и надо это резать, и мерить там. Тебе нравится мастерить, да? Угу. Понятно. А в будущем кем ты хочешь стать? Дальнобойщиком.
Дальнобойщиком? Мгм. Почему дальнобойщиком? Ну, ездить по городам. Хочешь Да. путешествовать? Мгм. А в свое свободное от школы время чем тебе больше всего нравится заниматься? Ну, я люблю ходить в горы, в лес, ну и за ягодами. И, ну, я люблю больше всего проводить в лесу время. Природа тебе больше Да. всего нравится, да? Мгм. Саша мечтает обрести семью. Знакомьтесь, Харыстана. В феврале ей исполнится 2 года. Эта замечательная девочка совсем недавно научилась ходить и делает это с большим удовольствием. Она очень подвижная и активная. Это у нас Харыстана. Ей будет скоро 2 годика. Харыстана любит играть в яркие игрушки, любит рассматривать яркие книжки. Харыстана пытается говорить простые слова. Она самостоятельно кушает, пытается одеваться сама, легко идет на контакт. Очень умная девочка. Молодец! Когда у нее все получается, она очень радуется. Да, вы... Ой, осталось. О, зеленый. Молодец. Желтый цвет. О, молодец. Теперь сама Харыстана делает. О, молодец. Хоп. Хоп. Давай, случись, давай. Молодец. Давай, случись. О, молодец. Харыстана у нас в группе самая маленькая девочка. Она умеет самостоятельно кушать. Ложку держит правильно. Аппетит у нее хороший. В силу ряда причин маленькая Харыстана оказалась в доме ребенка, и очень хочется, чтобы она обрела семью и росла в окружении любящих мамы и папы.